Küçülüyor var da Или уже подошла, уже почти быстро глаза. Ах, уж пойдем, конференция. Ой, блин. Я прошу бывать. Юля. Ну, я с полном, да. Я понял. Значит, пленка, хура, короче, значит, сырушка занята, сейчас занята. А кусini binege bu Arsen. Ложки земгана туда еще был. Шакла буля. Хорошо, ладно. Да, Дима, что дальше не зембур. Да, еще Ну, даже они все, там много людей. экскурсии. Хорошо. Экскурсию, да. А что где кого? Давайте, сейчас. И экземпляры. Образом в лексиконе чувашского народа, скажем так, чувашей. Я про народ, я так ничего так не могу говорить. Я могу говорить про свою семью, про нашу семью. Да, можно. Так, вот место здесь такое, конечно, не самое лучшее. Значит, слово Тора, как вы его расшифровываете? Очень мало появилось в чувашском языке. Как? Ну, это вот насчет, вот я очень остерегаюсь этих вопросов, потому что на такие вопросы надо отвечать очень глубоко и зная досконально. И поэтому просто предположение я остерегаюсь и не говорю. Что касается, допустим, Библии, я всегда говорю точно, что знаю. И поэтому, конечно, это очень приятно было, когда узнали Тора, закон, да, закон еврейский, а у нас Тора Бог. Это, конечно, мы переглянулись, нам было это очень-очень глубоко задело, хорошо, в хорошем смысле. И когда мы хотели говорить на эту тему, такая тема у меня возникла в Иерусалиме, когда в числе 11 переводчиков я была направлена туда, на учебный семинар. И когда я хотела говорить на эту тему, да, кстати, изучали только Ветхий Завет. Нового Завета и не касались. И это была очень жесткая граница. Даже когда только мы вышли к этой горе, одна гора, она была очень совершенной формы, остальные горы, они же очень страшные горы, пустыни, такие острые, которые ужасают. И вдруг совершенно правильной формы зеленая гора. И говорит это самый наш педагог, что за эта гора? Мы никто отвечать не могли, потому что настолько было это уникально, эта гора, тем более там недалеко Мертвое море, там страшный море. И вдруг он говорит, а кто вас переводил книга Судей? Я переводила книгу Судей. Говорит, да вы слыхали, касались его, слышали про гору Фавор? И вдруг, гора, это самое, все христиане, кстати, все говорят, мы знаем эту гору. Христос, это самое, здесь преобразился. Это ответ был очень неприятный для педагога по древнееврейскому языку. Мы сразу все поняли и говорите, хорошо, кто переводил книгу Судей? Расскажите про Девару, про это пророчица. Здесь был страшный, было сражение было. Я абсолютно не помню, потому что так меня это потряс, этот вид этой горы, а потом, что, как представить себе, здесь стоял наш Спаситель, потом гора благоухала,
ни одной горе, ни одной травинки нет. Внизу было совершенно невероятные кусты желтыми цветами. Это все было благоухание. Я слова не могла говорить, что да, я переводила, только я так говорила. Поэтому вот это не могли мы говорить на многие темы, которые нас касаются. И когда учили тексты Ветхого Завета невероятно подробно, очень хорошо. Просто мы учились даже бытовым вещам, например, какая краска, какая одежда. Допустим, там Самсон и Далила, когда Самсона выдергивает, вот Самсон ткет и кладет голову Самсон сюда, чтобы отрезать пряди. И вот когда я смотрю, смотрим теперь станки, ткацкие станки, я так смотрю, я говорю, простите, вот такие станки. Тогда я говорю, простите, на таком станке, если Далила или Далида ткала, здесь никак неудобно на колени класть Самсона. Вот это никак не мог. О, какая переводчица. Пошли. И он меня повел по этому музею и привел, и такой маленькой комнаты, и действительно изумительный такой станок стоит. Очень удобно. Вот, говорит, Далила работала на таком станке. Да, очень удобно, хорошо. И после этого пошло очень много таких были вопросов. И потом всегда говорили, очень... манна небесная начала падать, да, и говорит, выбежали израильтяне, первый раз они его увидели, и что человек может говорить. Они когда не видели его, они говорили, Мельгу, что это? Я говорю, что? Я говорю, у нас на чувашском языке точно слышится Мельгу, и означает именно, что это такое. Слово в слово совпадает с этим словом израильским. Они говорят «меньгу», так смотрят на это. Слышится точно так же, означает, что это. Мы говорим «меньгу», точно так же, это значит, что это такое. Так вот смотрит, говорит, опять это переводчица. Ну что? Выбери себе какое-то колено. Я все время говорила, переводчик, вы к какому колену относитесь, переводчику? И он говорит, я изводила, вы знаете, из какого колена? Они не знали, из какого колена, они все говорили, из колен Иуды. И он говорит, ну хорошо, Ива, выбери себе одно колено, или из Завулона, или из Сахара. И мы причислим тебя к этому колену, потому что чуваши уж точно имеет отношение к древнееврейскому языку. Я так долго думала. Я сначала хотела Завулон быть, потом думала, ну давай я буду дочь Сахара. И все говорят, ой, дочь из Сахара. Вот. И очень много были совпадений такие. И он потом все время говорил, что за народ? Ива, ну расскажи мне про свой народ. Откуда? Какие у вас еще слова? И мы еще нашли там несколько слов. И говорю, да, говорит, вы, конечно, имеете отношение. Они не хотят, чтобы кто-то имел отношение к ним. Потом говорят, да, конечно, вы имеете отношение к нам. Это были такие шуточные. Но насчет Тора я потом такой хитрый вопрос задал, что все-таки это у нас, наверное, вот Тора и Тура, примерно, наверное, какие-то есть совпадения. И нет. Так что дальше я на эту тему говорить не могла. Вот. И что я могу сказать, только удивительно было, у нас было 11 человек, по-моему, да? Мы учили, я сделал какое-то там открытие, между прочим. Он говорит, надо это открытие оформлять. Это когда... Это была краска. Они говорили, что эта краска только такого цвета. В одном месте где-то выходит, что эта краска и есть и синяя.
синей краской бывает. И вот по этой синей краске я сделала открытие, это надо мне записать. В общем, я почему еще, что его, вот этих еврейских педагогов удивляло вот что. Удивляло их, они задавали вопросы, очень тяжелые куски переводить. И часто говорили некоторые, что у нас это переводить невозможно. В нашем языке таких слов нет. Он это следил за дочерью Исахара и говорит, почему у Ифы ни разу не было такого, что мы не можем переводить. Всегда был ответ. И поэтому, когда я переводила Библию, я была вообще вот в области языка, в области потрясения. Вот, что меня потрясало чувашский язык. Это был бездонный кладезь, бездонный совершенно. И мне казалось, что этот язык... И он тогда сказал, молчи, дочь Исахара. И когда говорили про чувашский язык, я говорю, что это необыкновенный язык, что я даже боюсь его, что на этом языке можно все. Я говорю, наверное, он был создан первые же дни творения. Ифа молчит. Какие языки были созданы в первые дни творения. Но у меня было совершенно внутреннее убеждение, что чувашский язык был прямо в первые дни творения сотворены. И вот поэтому Тора и Тура этим делом надо заняться. Это надо изучать. Вот тогда что-то можно сказать. Но то, что этот язык... Вот завтра придет музыкант Иван Соколов. Да? Иван Соколов, когда узнал, что я перевожу на Библию на чувашский язык, он сказал, Ева, какие чуваши счастливые. Ведь есть такое поверье, что язык, на который был переведен язык, на который был переведен Библия, останется навсегда. Как бы какие бы языки не пропадали, вот говорят же, очень много языков уйдут. Вот чувашский язык будет жив всегда. Вот это я насчет этого. А насчет вот нашей семьи, мы с Геной очень много болтали, вот иногда. Гена был очень серьезный человек, но был как ребенок, можно было с ним болтать невероятно, выдумывать невероятные вещи. И вот в 6-м году, да, Гена умирал в 6-м году, в 6-м году уже он заговорческим голосом, заговорческим, я скажите мне честно, ты чувствуешь в себе благородную кровь? Это очень похоже на Гену. Я скажу, пожалуйста, ты чувствуешь в себе благородную кровь? Я вспыхнула, говорю, Гена, конечно, я чувствую, я всегда чувствую в себе благородную кровь. Как ты чувствуешь? Я говорю, а ты чувствуешь, Ген? Да, я чувствую. У нас вот так, мы так много болтали на эту тему, и невероятные, вот, я все-таки детский писатель, и иногда и фантазии работаю. Я рассказала одну такую версию нашего благородства. Гена весь вспыхнул, он был как ребенок. Вот Гену можно было обмануть. Вот это он все всерьез принял. И я всерьез не говорила. Я просто вот так шутила. Так, может быть, так, Гена, это было? У Гена уже сияет глаза. Да, может быть. Да, может быть. Я всерьез не говорю. И 17-го, Гена умирает 21 февраля. 17-го я с ним говорю еще. И Гена оставил мне вот 17 числа маленькую бумагу. Она у меня есть. Ева, вот чем тебе нужно заняться? Через несколько дней он умрет. Он оставляет мне задание. И там написано, займись изучением нашего рода. Ну, как я займусь им? Потому что со стороны деда, конечно, там очень много тайн есть, это правда. Потому что мамина сторона, очень много родственников. Все ясно, абсолютно ясно. Богатый, крестьянский, очень хороший. Вот. А
сторона полная темнота. Там нету. И поэтому, может быть, потом, когда уже прошло, когда моя версия начала мне уже такое постепенно так обрастать, даже мне даже понравилось. Я думаю, что, может быть, так оно и было. И с Геной мы несколько раз возвращались. Он уже говорил вовсю на эту тему. Он говорил серьезно. Я с опаской говорила. Ева, надо этим делом заняться. Ева, надо этим делом заняться. Говорил Ген. Может быть, там есть очень интересные, действительно. Если если описать вот деда, вот это нашего Айгида, там очень много интересного, правда. Там есть даже то, что вот, да, это, я даже хочу написать очерк про отца. Очень удивительный был отец, даже где хочется написать очерк. Я сейчас вот занимаюсь его письмами, отцовскими письмами. Хочется мне даже написать «Мальчик, выросший в яблоневом саду». Это был, отец был удивительный был человек. Деду не дали кусок земли. Почему не дали кусок земли? Значит, он, наверное, чужой был. И поэтому, издеваясь, сказали, вот так потому что Хушинде, нашей деревне Ятыкова, там же холм есть, там ничего не росло. Издеваясь, ему сказали, вот, бери, вот, холм. Вот. И на этом холме он вырастил такой сад. Он просто славился этот сад, потом на всю Чувашию. И Станьял не сказал, Станьял наш искусство, литературе, ведь я бы говорил, дореволюционном в Сундале он читал статью про нашего деда. Там было написано, в этой деревне живет такой странный старик. Такого сада, наверное, в Чувашии нет, уже славится сад. И он, вот у него не было куска земли, он вот, взрастил потрясающий сад. Он замерз в 1941 году в холода. Когда были маленькие, там был хоровод, потом мы ходили, мне всегда говорили, Ева, вот эти, видишь, пенечки, это следы сада твоего деда, здесь были потрясающий сад. И мама говорила, что, говорит, он менял яблоки на картошку, на чего-то, и моя мама, будущая его, да, выйдет потом замуж за его сына, говорит, что там стоял, говорит, гроб, и в этом гробу, говорит, были яблоки всегда. Дед туда клал. И потом, там, наверное, потом и легенда добавляется. Он говорит, что в одном ухе у него была серега. У нас никто никаких серег не носит в одном ухе, говорили. И потом моя старшая сестра моей мамы, моя тетя говорила, что когда спускалось стадо, он становился на колени перед быком, когда бык отошел. Может быть, это легенда, но все это обрастало. Но это был образованный человек. Вот что удивительно. Это же деревня, поголовно никто же не знает. А старик был образованный, этот старик, и учил своего сына, моего отца, да, по Евангелию. Вот это Евангелие до сих пор и есть, и можно его, вот Киркин знает, как его. И поэтому, когда пришло время учить грамоте, когда Гена учил, не помню Костю, я точно не знаю, Гена учил сына, одного из сыновей, букварю по Евангелию, учил, подражая папе. Так что там очень много каких-то тайн. И потом говорили, да, и потом, значит, я думаю, что очень много легенд, но там зерно есть. Да, значит, когда Эндри его звали, да, Эндри хочет жениться, никто замуж не дает, никому. И дали ей совершенно абсолютно слепую девушку. Вот он женился на абсолютно слепой девушке, и эта девушка прекрасно вышивала. Вот это была наша бабушка. Азанья был называем. Азанья, это наша Азанья, она прекрасно вышивала и родила 2 детей. Слепая вышивала? И папу, да.
и тетю. Вот. И потом, наверное, они остались сиротами. И это Юмар пишет в какой-то газете, значит, наш папа со своей сестрой, Первоева звали, они ходили они были попрошайками. Ходили в закуску. Ну, у папы остался безумная любовь к саду. У Гена тоже самое. Очень, у меня так, я тоже люблю. Гена просто невероятно. И поэтому, когда получил квартиру, на первом этаже он весь обрастал, и все в Москве, и все начали к нему приходить, считая, что это лесник или садовод, все хотели взять у него консультации. Как что ставить? И Гена говорит: Господи, как мне убежать? Все считают, что я лесник. На Ясеневой улице живет в Москве. Все идут, все говорят, а Гена говорит: нет, я не лесник, нет, я не лесник. И как еще обижается, что я не даю консультации. Он весь прям высадил. И в Денисовой горке тут же достал Юман, посадил. Вот так. Так что этим делом надо заниматься. Ну вот в этой версии, наверное, что-то есть. А что это за версия? Что это за версия? Расскажите. Вот эта версия, вот это насчет благородной крови. Говорите. Да. Я думаю, что если коротко сказать, я думаю, что Гене это безумно понравился. Я подумала, так как у него нет никого из родственников, он спасся. Мне кажется, Гена. Этот мальчик спасся. Почему у него никого не было в Шевченке? Что, может, был окружен был бы вся эта семья или весь род у этого мальчика был уничтожен. Почему никого не было? Почему он образованный? Он был образован. А в нашей деревне ни мужики, ни бабы, абсолютно полные же, даже буквы не знали. Это учит своего ребенка. По Евангелию, да? Он читал. И потом, он же не общался ни с кем абсолютно. Это дедушка имеется в виду? Дедушка. И почему ему землю не дают? Если их нет, ну хорошо. Но почему кусок земли-то ему не дают? Если он уроженец этой деревни, это же само собой разумеется. На дочерей не давали. Но ему-то почему? Хорошо. Потом у него родился в конце концов сын. И тогда они. Он живет как в крепости, вот в этом саду. Я маму говорю: мама, а ты его видала? Да, говорит, был очень невысокого роста, очень добрый. Он прямо, говорит, через изгородь давал, говорит, нам яблоки. И менял, говорит, на это. Такое было дело. Да, а потом Гена уже, я думаю, что уже Гена, наверное, уже добавлял. А может, так и было. Поэтому он написал, вот так у меня листочек есть. И вот чем тебе надо заняться. Вот. И вот у него какая-то версия еще пошла. Я до этого он уже был болен, уже не говорил, потому что он начал все время мне задавать вопрос, что если я буду изучать наш род, надо заняться Шаймурз, это самое, татарской деревни, где я говорил, Шаймурза. Шаймурза. Говорит, захвати вот эту область еще. Почему Шаймурза? Наверное, это не... В общем, вот тайна много. Вот так есть такой листочек, я еще не занимаюсь этим. Вот так. Там очень много, думаю, что... Там легенда, конечно, добавляется, но там есть здоровое зерно. Хорошо. Почему он читал? Он писал. Это же когда было-то? Это потом, после поколения, даже папино поколение, уже учителя, только уже, да, он приложил все усилия учить своего сына. Папа же он был из первых интеллигенций. Это был первый интеллигенций. Папин учил.
вместо того, чтобы учить саду и тут зарабатывать деньги. Вот такой был это. Так что я не видела деда. Бабушка умерла рано. Я знаю. Никого из родственников. Николай его кое-что знает. Вот был такой. Я всегда была необычайно занята. Вот сейчас я вот дошла немножечко, вот дошла до до архива, до писем отцовских. Конечно, образ отца, конечно, невероятный образ отца. И потом, я даже не знаю, как. Ну, у меня, конечно, папа же сидел год. Какой причина? В Алатыре сидел. И меня это, я думаю, что это чисто мамину заслугу, я думаю. Потому что вот мы выросли, мы абсолютно об этом не знали. Обычно ведь если в семье такое было, вся семья боится и об этом знает. Как папа уже на фронте был, как мама растила нас абсолютно спокойно, свободно, как ветер, никогда ничего, никакого страха. Только один раз, и то потом, через много лет, поняла, что какой был разговор у меня с мамой. Раз ты, конечно, как ветер в поле, что хочешь, что и говоришь. Вот. Так как все детство, ну, Гена, ну, тоже, наверное, но мальчиков нет. Так как это вот пасти гусей, для меня это просто, это ужас. Все детство мое испорчено, мне кажется, все гусей пасти, они бегут. Это моего я прям, как вот доходит очередь, гусей уже пасти, это все. И вот один раз, а сталинские налоги жуткие. Осенью этих гусей, всех вот их за ним ухаживаешь, да, никакого толку от этих гусей. Вот целые стадо, и потом гонит их сдавать государству налог. Осенью вся улица шумит, прям все вот целыми стаями гонят, наверное, 1 мая на мясо государства. Да. И вот и у меня тогда, я говорю маме, идут соседи, и мы гоним. Я говорю, ну, вдруг меня осенило. Я говорю, мама, а зачем нам держать этих гусей? Это мои враги. Мы же все равно их государству сдаем. Никакого толку. Я хочу себя освободить от этой адской работы. И осенило меня и с радостью кричит, мама, а зачем нам этих гусей держать? Мы же все равно их государству сдаем. Я помню, мама меня жрала очень сильно. Даже, наверное, у нее там, наверное, гематома, наверное, сказала. Ну, с собой потом. Вот. Я думаю, что мама, наверное, там кое-что. И то, если она, наверное, со мной поговорила, но без всякого страха. Страха не было никогда. Мы, когда уже кончили, когда Гена кончил мыслительный институт, и вдруг Гена говорит, уже, наверное, 20-й съезд уже был, и Гена мне вдруг говорит, а знаешь, папа у нас сидел. Я говорю, ты что? А ты знал? Нет, я вот не знал. Точно, это тоже. А почему я говорю тогда? Все знают, у кого кто сидел. Почему мы-то не знаем? Вот так было. А потом мы нашли бумаги, они у меня есть в Алатыре. А почему его посадили? Да, потом у мамы уже можно было спросить. Мама уже потом сказала. Он был такой первый образованный человек. Прекрасно, он был очень хороший. Учитель был. И посадили, и поставили его еще к чему образованный. Директором колхоза. Уже всех уже не раскулачили, все лошади уже крестьян были отобраны. Была общая конюшня. Да, конюшня. Их пасли, а после того, как домой гнали, все лошади шли к своим хозяевам. Все. Не хотят они в общую конюшню. А кто виноват? Председатель колхоза. Все. Хоп, в Алатырь его отправили.
Про маму расскажите. Про маму? Мама думала, что, я думаю, что мама была. У них был разраб, я точно думаю. У них была с папой, наверное, когда папа сидел, когда папа вышел, у них, наверное, был очень серьезный разговор, как спасаться. Почему-то меня всегда настрой и все трое родились в разных деревнях. А папа был легендарный педагог, очень любил. Меня всегда это удивляло. Хорошо, Гена родился в Шаймурзино, все любят прекрасный педагог. Да. И мы сами из Шаймурзина. Но почему же папа через год же Шигали? Шигали. В Шигалях и до сих пор говорят, что это был потрясающий педагог. Он там в 37-м учил. Почему же из Шигали он сразу через 2 года переходит в Именево? Почему? Гена говорит, он просто прятался. И поэтому менял место работы. И когда же вот возник первый случай, возможность переехать в Карелию, он тут же сорвался. Чтобы спастись и как можно уехать подальше. А чтобы хоть кто-то спасся, значит, наш папа Карело-Финский, а 2 мамины дяди на Алтай подались, вот чтобы кто-то спасся. И вот и я думаю, значит, когда вот письма были, у них была разработана какая система, я потом поняла, когда сейчас я вот пишу, читай папины письма, я говорю, мама, а почему папа, когда вот после писем иногда подписывается, обращается к себе как Феня, а почему иногда он пишет к себе Хведусь? Почему? Мама мне говорит, а мы договорились, что и он, и я будем говорить в письмах правду. И если он говорит «хведусь», значит, невыносимо тяжело там. А я, если я буду говорить тоже, значит, она тоже по этой системе идет. Если я буду говорить, ему говорит Коля, Николай, хорошо. Если я буду писать Миколь, значит, невыносимо тяжело. Это, говорит, такое мы разработали, и поэтому я, говорит, точно знаю, что, как там было. Вот. Мама был человек очень открытый, очень сильный. Вот я думаю, что если бы не было такой мамы, Гена бы погиб. Потому что даже из школы был он уже. Это был, конечно, необычайно талантливый мальчик. Там они творили 13-14 лет. Вот, он обокрал всю библиотеку школьную, потому что читать хочется. Вот. И Ген говорил, что я видел в нашей деревне гениального мальчика. Это был мальчик. Говорит, это был гениальный мальчик, актер. Вот он говорит, идет поговорить в деревне, по деревне. Далеко же школа там, у нас наша деревня. На всю деревню вот рыдает. Говорит, чего шла? Оделло Вильч, Оделло умер, он говорит, шел и рыдал. И все, говорит, стояли, смотрели. Он читал Шекспира, Отелло умер. Это был Гена, это был, говорит, гениально совершенно все. Они там знали это самое. Когда начали выгонять из школы, мама, конечно, вытащила, а его никто не мог вытаскивать. Потом он попал, говорят, не то 15, не то 16 лет в тюрьму. Он выходил из тюрьмы сразу. Вот. И вся деревня безумно боялась, мстил деревня. Ни одна девушка не выходила, когда он из тюрьмы вышел, на 2 недели. Он говорил, только Еву не трону, остальные вообще все. Вот. И вот мама был человек необычайно открытый.
открытый, прямой, мог вообще не очень, как сказать, он мог прямо в глаза сказать, мог вообще убить лису. Очень сильно такой человек. Вот когда Гена там натворил, и какое чувство у него, еще интуитивное чувство было. Ген ждет этот горе, несчастье, интуитивно. Когда там что-то натворил, Гена дрался из-за первой любви. А, он же пошел вешаться, Гена. Он же, когда мы спали на полу, какой был ужас, на полу сидишь, и стучат в дверь, говорят, Хеведусь, мама звали Хеведусь, твой сын человек умер, и мы вскочили. Говорит, ножом, говорит, зарезал Хеведура, вот такой нож. Ужас, совершенно. Я тоже вскочила. И мама, говорит, сельсовет тебе зовет. И что мама делает? Бежит не в сельсовет, в сторону леса бежит. Вот. Интуитивно. И говорит, и что он говорит? А он говорит, а это был в Троицу, я никогда не забуду. Мама шила ему такую белую рубашку. Говорит, белая рубашка, этот мельтешится, говорит, бежит в лес. Я говорю, Ген, остановись. Ген, остановись. Я не буду тебя бить. Остановись. Слушай, говорит, еще бежит. Ген, остановись. Я тебя бить не буду. Остановись. И держит веревку. И Ген, мама его догнала. Ты говорит, куда? Ген сказал, я человека, мама, убил. Шить не хочу. Мама говорит, ладно, потом разберемся. Вот. Она привела его, заперла в погреб. И на погреб там наложила чего-то, и потом сельсовет идет. После этого никого не убивал он все. И потом, и как она умно начинает, потом все это, вот это. Тот мальчик был виноват, и на следующий день я смотрю, честно несет. И так потрясает. Она толчет орехи, потом на сливках или молоке, и это сам тесто месит. И туда сыпет вот эту орех. Мама, а что ты делаешь? Говорит, орехи. Я говорю, сейчас ты пешку буду печь. Я говорю, для чего? Я говорю, в больницу сейчас пойду, Миколаю, который Гена избил. И напек потрясающие совершенно. Умопомрачительные лепешки. Идет Тархан туда, чтобы не воевать, мириться, пока сразу всех погасить этот огонь. А потом, когда она все это поняла, кто что виноват, она привела из района, вот, выясните, вот, кто виноват, чтобы потом, если сейчас на Гене останется эта вина, пойдет ли он потом учиться в институт, выясните, кто виноват. Я судить не буду никого, но выясните, кто виноват. И выяснили, да, Гена был не виноват. Вот такой был, без страха, что вот такой был очень красивый, мама, совершенно. Папу я вот безумно любил маму, красавицу невероятно. Конечно, эти не выдавали ее, но я думаю, что у них была договоренность. Он увел ее на пасеку через 2 дня. А, дед маме, кто-то схватил его за шиворот, они были очень крупные. Наш род, вот маме, это язык, очень крупный. Мои деды все 2-метровые, очень халили физическую, вот это не нужна была. Вот я, например, бракованная была в нашей моей тете, потому что я была бракована, маленького роста, глаза теплые, а нужно было высокие, холодные голубые глаза. Так, все дяди мои такие были. Да, все дяди. Вот мы же поехали, вот которые в концлагере нашли, вот через 73 года маминого брата нашли. И с немецкий документ пришел. И все мужская сторона мамина мужская сторона была самые добрые дяди. Очень добрейшие, простые. А женщина, как сталь была, мамина. Все дяди необычайно добрые, простые, а эти вот такие были. Вот, ну, меня хотели учить кое-чем. Ну, то скажите. Мамина
мамина сестра голубоглазая, блондинка, необычайно умная. Вот, посмотрел, сказал, безобразная, маленькая, глаза сияют, черный волос. Она хотела вас выучить чувашскому Да, она хотела колдовству. Она хотела кое-что дать, Колдовству. но потом, значит, я стояла уничтоженная, я стояла. Ну, я ей задала один вопрос, прям в сердце ей тоже. Потом она вошла, ну, умная, из себя кое-что может делать. Ну, Гена почувствовал очень большую опасность его ждет. Из Москвы все телеграммы, что выезжай немедленно, выезжай немедленно, выезжай немедленно. Тетя меня уже схватила. Показала уже, что другая сила есть. Другая сила какая? Ну, вот сам берегал, Мля воевал. И она была проклинала меня. Она умирала, очень страдала, потому что надо было все это мастерство передать, а я его избежала. У меня не было страха. Я сначала, когда она меня схватила полностью, это самое, был страх. Мама обратилась, тоже самый страшный смерть, да, и мама разгадала ее тайну. И это, они не дружили, очень разные. У мамы были вот такие сияющие глаза, причем росые. Очень, а тетя была очень сильная, очень красивая, невероятно красивая. И этот род начал выдыхать тети. Как-то вот так пошло на спад. Да вот такие были. Очень. Она умерла 55 лет. Потом мама никогда не говорила ни об образовании. Ну, мы все знали, вот что. Вот, там соседи же все вокруг. Все соседи. У соседей было, это тоже они знали, все соседи. Их дети никуда учиться не пойдут. Потому что все они нужны дома. У них абсолютно было так, никто. А у нас семья была. Мама тоже не говорила, чтобы не было. Ну, конечно, где-то Москва далеко. Конечно, мы пойдем учиться в Москву. А если бы сказали, Ваня, там Нью-Йорк, да, мы пойдем в Нью-Йорк учиться. Мама никогда не говорила, что вы будете учиться. Она как-то вот, как-то так у нас само собой. Вот такая была мама, и когда такое мужество невероятное, вот когда я получила там на 4-м курсе, что мама при смерти, я когда приехала, потом она же знала в Татарах, она лежала в Тарханах. И врачам, конечно, в голову не пришло, что эта бедная одетая женщина знает и по-русски, и по-татарски. Они на русском языке подробно говорили про ее болезнь. У нее был рак, что она очень... Мама лежала и все это слышала, что я осталась жить там сколько-то месяцев. И когда я пришла, я уже приехала из Москвы, сразу к ней пошла, и мама тоже говорила, тоже прямо со мной сказала, прямо сказала, вот жизнь такова, родители должны умереть раньше. И поэтому, если я буду умирать, не надо делать из этой трагедии. Это нормально. Поэтому давай будем жить сейчас. И плакать мы не будем. Мама только так сказала. Это было очень невероятно. Я думаю, сколько ума, сколько сил в ней было. Потом такая же она молодая, ведь осталась от мамы, от папы. Ну, папу любил я совершенно безумно. Письма. Такие все ревности. Там папа пишет прям, говорит, я тебе, конечно, я был недостоин. И потом он же был человек чести. Потом в другом письме говорит, я так, говорит, написал, что я тебе недостоин. А я тебе скажу прямо,
а я тебе дошлю. Так пишет. Ты не думай. Нет, я тебе так, говорит, такое, говорит, такое было состояние, и писал, что я тебе не дошлю. Нет, ты не огорчайся, я тебе дошлю. Своими. Своими писали. И потом там страшная трагедия же произошла. Этот самый, у него, ты смотри, вот передается из поколения в поколение. У Гена все время жаловался на один глаз. Все время зачитали, что-то мне с этим глазом, Гена все время. И теперь Аня, что-то у меня что-то с этим глазом. А у папы очень плохо видел один глаз. Вот сейчас я там читаю, говорит. И поэтому его не взяли на войну. И мама говорит, и он говорит, так стыдился этого, что все мужики ушли на фронт, его не взяли. Он начал вот ходить в лес огородами, чтобы не показываться на этом, чтобы не показываться людям на глаза. И он в комиссариат ходил, добился. Все. Он в 1942 году пошел на фронт. И вот последние письма, 2 письма в сентябре он пишет. Все будет хорошо, говорит. Вот в том, говорит, бою я очки потерял. Вот, говорит, у нас будет через несколько дней окончательное сражение. Как же, говорит, не пойти теперь без очков? Вот. И когда мама плакала, всегда говорил, он был красавец невероятный. Папа был красавец, как яркий был. Дорогие зрители, я отниму буквально несколько минут у вас. Значит, мы открываем выставку. Выставку фотографий. На ней, на этой выставке, как вы видите, изображен на каждом буквально, за редким исключением, кадре Геннадия Николаевича Олега. Значит, эта выставка, да, почему? Потому что эта выставка посвящена году 14-му году 80-летия Геннадия Николаевича Олега. Как мы делали эту выставку? У нас была коллекция, которую нам передал еще лет 5-6 назад Игорь Глебович Макаревич. Это вот известный художник, друг Геннадия Николаевича. С конца 60-х годов они были друг с другом знакомы. Вот. Он передал эту коллекцию нам в электронном виде. Плюс мы знали, что есть очень интересные фотографии, которые делал в свое время Владимир Пика. Владимир Пика – это оператор. Он работал над фильмом вместе с режиссером Анатолием Сырых над фильмом «Зимние кутежи». Вот. И незадолго до этого фильма, до съемок этого фильма, которые были в 1992 году, в конце 80-х годов он познакомился с Геннадием Николаевичем. Вот. Есть первый раз он его снимал, это был вечер в Центральном доме литераторов. Вот первые съемки как раз Владимир Пика делал тогда. Кстати, и Игорь Макаревич тоже есть две фотографии, которые с этого вечера, так что можно их сравнить. Даже, кстати, вот Владимир Пика, он был более такой крупный у него кадр, по-моему, даже вот или ухо, или край объектива Макаревич попал в кадр. Можно увидеть, проследить. Вот. И далее он снимал как раз очень интересные кадры, если вот по этой стенке в Денисовой горке, это во время съемок «Зимние кутежи». И очень, когда он прислал, да, эти фотографии он также прислал с электронной почты. Он сейчас живет в Киеве, как и Анатолий Сырых. Они были работниками студии украинских документальных фильмов в свое время. Вот. И эта студия как раз снимала этот фильм. Вот. И он присылал эти
фотографии по электронной почте. К фотографии он прикреплял тексты, это были письма ко мне, и были отрывки из дневников. Если вот почитать, это очень интересный текст, то есть они раскрывают то есть, вот эту природу их отношений, то есть это очень интересно. Вот. И вернусь к Игорю Макаревичу. У Игоря Макаревича первые снимки датированы концом, то есть началом 70-х годов. Вот. Это вот знаменитый, кстати, вот портрет спящего Айги. Это вот как раз датируется этим временем. Далее вот, есть интересные семейные фотографии. Вот, прежде всего с дочерью Вероникой. Вот вы видите. И Игорь Макаревич, вот есть две фотографии, где изображен он сам, вместе вот с детьми Геннадия Николаевича. Вот. И есть также фотографии его с художниками, это вот с Игорем Булахом есть фотография, и с Михаилом Родинским. Он снимал в Париже в мастерской Михаила Родинского. Там, кстати, присутствует еще известный журналист Амурский. Вот. Так, что еще надо сказать? Так, ну, в принципе, вот и все. И в заключение просто хотел прочитать небольшой текст Игоря Макаревича. Когда мы готовили выставку «Мир этих глаз», вот, Игорь Макаревич прислал нам свои фотографии и прислал в том числе фотографию спящего Айги. Вот. И мы тогда его попросили написать воспоминания, как вот получилась эта фотография, как он ее сделал. И вот он мне написал, сейчас я вам хочу его прочитать как раз. Текст Игоря Макаревича, как я сделал фотографию спящего Айги, вот так она называется. В конце 60-х годов в Москве для меня было два дома, в котором все крутилось. Это квартира Ирастовых и Сохранских. Расположенные в самом центре города, эти жилища оживали к вечеру, и человеческое общение в них не утихало далеко за полночь. Сейчас в фокусе памяти десятки фигур, словно на мизансцене, возникают в темных интерьерах этих дружеских домов, освещенные золотистым вечерним светом. У Ирастовых я впервые увидел Айги, а у Сохранских мне удалось сделать его фотографию, которую считаю одним из лучших снятых мною портретов. Мне помнится, это был августовский вечер, возможно, чей-то день рождения. И, как всегда, подходили все новые люди, вечеринка закончилась поздно, и некоторые гости остались до утра. Когда я проснулся, дневной свет заливал большую комнату бархатистым валером, вернее, большой шкаф, ковер на стене, тускло блестевшая люстра растворялись в полумраке. В середине комнаты, в большом кресле, спал Айги, укутанный темным пледом. Неправдоподобная счастливая случайность, в портфеле у меня лежал Rolleiflex, одолженный накануне у знакомого фотографа. Я осторожно, чтобы не разбудить спящих, достал заветную камеру и положил ее прямо на пол. И стал делать снимки. В полутьме выдержки были огромные, и я наугад отсчитывал долгие секунды. Спящий был неподвижен, лишь лицо его чуть заметно вибрировало от спокойного глубокого дыхания. Вот такое воспоминание о снимке спящего Айги сделал Игорь Макаревич. Вот. На этом у меня все. Пожалуйста, смотрите фотографии. Ион Николаевна Таргашин, бистас мақтаулен калага Таргашин. Тілінде Айгениусың ерчікшіне ұқсасын, керек мүдесін ұқсасын, не күзяқты ұжы сұлжу. Жалап тұлғысын, жалап тілін білеге. Тілін цепқаду, тогда впечатление Тлаганчен Игорь Макаревич, видящий всех, Айги добровала, подобрали уже земли, даже земли думали. Причем день Евродаранчик был, ну моих-то у нас. Шахта Игорь Макаревич, Айги, видите, пили Евродаранчик, Айги Игорь Шагирик Раданчик, видите, Термели, Кашни Соня, когда Айги Кашни Соня, какой по истории, а землю,
Şaksın gerçekçini baksasına ağacın var, dilimleri Будете сидеть в паскамасах, качали сидеть, по хатам да, кой бегалаш на беге, кой демские каланы, кундарны шукланы бе, корпуш сунчук, шатили чатили. Удовольствие. Много осталось. Ну, не вот это надо. Или вот это, или вот разные.
по плану, по графику. Просто коллажер. Рабочего поселка не было, это 80-е годы. По-моему, таким образом, это было 70-е. Вот она стоит. Это Я Уланову говорю, мне двойной став. Персонаж. Хорошо, принято.